В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Перспективы научного сопровождения социально-экономического развития республики обсудили глава Якутии и президент Академии наук. Креативную экономику Дальневосточного федерального округа обсудят на форуме про ДФО в Якутске. Медорганизации приняли участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому» в столице республики. Новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства стала ключевой темой встречи руководства корпорации МСП с организацией инфраструктурной поддержки представителей бизнеса. Сегодня, во время санкций со стороны западных стран, большое внимание уделяется развитию отечественного малого и среднего бизнеса. В стране действуют разные меры поддержки в виде льготных кредитов и займов. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства республики Михаил Никифоров и заместитель генерального директора корпорации МСП Александра Токар. Были определены 3 направления, которые планируется реализовать вместе с регионом. Здесь ключевым механизмом корпорации МСП является наш механизм зонтичных поручительств, где 50% риска за предпринимателя, когда он подает заявку на кредит, корпорация принимает на себя. Уже более 870 миллионов рублей кредитов, в том числе выдано в Якутии предпринимателям по данному механизму, но мы продолжаем его реализацию. У нас есть план по поручению президента до 2024 года 600 миллиардов рублей кредитов по всей стране, и наша задача наиболее активно сейчас этот объем кредитования довести до предпринимателей в регионах и сделать так, чтобы еще и сами субъекты федерации могли дополнительно донастраивать вместе с нами этот механизм. Глава республики провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Академии наук Якутии Леонидом Николаевичем Владимировым. Они рассмотрели вопросы научного сопровождения социально-экономического развития республики. В частности, роли интеграции науки с реальным сектором экономики. Главным в этом вопросе должно стать дальнейшее развитие научно-образовательного центра «Север», территории устойчивого развития, созданного совместно с Сахалинской и Магаданской областями, Чукотским автономным округом и Камчатским краем. Научно-образовательный центр – это главное, то, что должно сейчас сделать Академия наук наша. Это все-таки научное сопровождение через научно-образовательный центр. Получается, мы центральную позицию занимаем, с нами вместе еще другие регионы, такие как Магадан, Сахалин, Камчатка, Чукотка. И мы все вместе должны, как с промышленными партнерами, решить проблему, которая даст подъем экономики этих субъектов. Дальний Восток – курс на креативную экономику. В Якутске стартовал форум про ДФО, где эксперты обсуждают современные тенденции, лучшие стартапы, а также цифровое импортозамещение и развитие индустрии в условиях санкционных ограничений. Не остается без внимания и важная отрасль, которая претендует на серьезную долю в российской экономике. Речь идет о креативных индустриях. В качестве экспертов выступили представители государственной власти, курирующие отрасль, создатель отечественного аналога ТикТок Яппи, основатель международного молодежного комьюнити МДК, топ-менеджмент Рутюб, а также директор киностудии «Союз мультфильм». Я думаю, что как раз это и есть наше будущее, и мы видим, что действительно творчество переходит из разряда, скажем так, искусства для избранных специалистов в понятие индустрии, то есть большее количество людей в нашей стране будет вовлечено именно вот в эти сложные, пока что непонятные формы деятельности, которые приходят на смену традиционным профессиям. И мне кажется, это как раз будущее для молодежи регионов. В Верхневилюйске все больше развивается водоснабжение и водоотведение. Сейчас там прокладывают сети для строящейся канализационно-очистной станции. За прошлый год построили основное здание станции и автономную котельную. Также пожарные емкости, дизельную электростанцию и по периметру металлические ограждения. Также в селе Верхневилюйск и Андреевском на Слеге идет стройка 18 утепленных водооткачивающих будок. Полностью автономная будка будет принимать оплату картой. Стоимость намного дешевле. Например, бутыль 19 литров можно будет купить за 5 рублей.
А в этом году уже начал работу по технологической части, то есть установка оборудований, обвязка оборудований, электричество. Сейчас на данный момент работает 13 человек. Основные работы ведутся будут сварочные и бетонные работы. Перейдем к эпидобстановке. За сутки выявлено 210 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона зафиксировано 96 заболевших, 26 случаев в Мирнинском районе, 20 в Верхневилюйском. Еще в 18 районах республики выявлено от 1 до 10 случаев заражения коронавирусом. Порядка 400 комплектов школьной и спортивной формы передали детям из пострадавших от паводка районов. Гуманитарную помощь собрали представители Национального центра помощи детям в республике. Продолжит Саргалана Неустроева. Сегодня дети из Верхоянского и Кобяйского районов проводят остатки летних каникул в Сосновом Бору и других детских лагерях города Якутска. Здесь им оказывают психологическую поддержку и отвлекают от последствий недавних событий. Очень благодарны. Вообще воспитатели, вожатые очень хорошо относятся к детям. Очень много развлекательных мероприятий. Каждый день у них мероприятия. Вот это понравилось очень. И, как бы это сказать, мои дети пожелали остаться на второй сезон еще. Им так и понравилось. Однако совсем скоро юным якутянам надо будет вернуться в школу. А подготовка к ней, как известно, волнительный этап для каждого ребенка. Комплекты одежды и обуви к учебе закупил Национальный центр помощи детям. Все благодаря слаженной и быстрой работе якутских волонтеров. В частности, Якутского мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В таком маленьком возрасте, в юном, они уже испытали такое несчастье, которое прям на всю жизнь это практически с ними останется. Конечно, я понимаю, что с ними работают психологи и все это. Но в любом случае это останется след памяти. И мы хотим, чтобы этот след остался не только плохой, но и то, что люди есть хорошие, которые готовы этому помочь. Якутский филиал Национального центра помощи детям работает в 4 городах – Нерюнгри, Алдан, Алекминск и Якутск. Это около 40 волонтеров. Свою деятельность ребята начали в 2013 году с поиска пропавших детей. Сейчас же ребята активно развивают волонтерские проекты по всей республике. А совсем скоро будет заключено соглашение с МЧС России. Соглашение с Национальным центром будет подписано в ближайшие дни по сотрудничеству. В данном направлении будет сотрудничество по поиску и спасению пропавших детей, детей, которые могут пострадать при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по оказанию психологической помощи именно детям, которые могут заблудиться в лесу. И все же Якутский мониторинговый центр нуждается в добровольцах, в тех, кто в любую минуту готов сорваться на поиски и помощь детям. По словам волонтеров центра, мало кто знает об их деятельности, а соответственно и обращений поступает немного. Однако страшнее все же, когда их помощь нужна, признается Олег Попов. Ведь это значит, что кто-то попал в беду. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Более 70 бездомным помогли пройти обследование, восстановить документы и предоставить временное жилье. В Якутске состоялась 10-я социально-благотворительная акция «Путь к дому». Людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, оказали медицинские услуги фтизиатра, терапевта, нарколога, проведен сбор анализов на ВИЧ и СПИД, а также сделано ФЛГ-обследование. Более того, 9 гражданам вручили новые паспорта. 3 выдали СНИЛС, а также еще одной женщине помогли с оформлением пенсионных выплат. Мы уже провели выездную такую помощь. Значит, выезжали с гражданкой в отделение Пенсионного фонда республики по городу Якутску, где ей была оказана консультативная помощь. Более того, значит, она представила все документы, то есть паспорт, оригинал трудовой книжки, СНИЛС. И поскольку она соответствует всем условиям по требованию федерального законодательства, ей в течение 10 рабочих дней уже будет назначена пенсия. Министерство сельского хозяйства республики совместно с Саха Агроплем работают над улучшением племенного дела. Так, в труднодоступных районах в данное время наблюдается нехватка искусственного осеменения.
Элеверная ферма под руководством Саха Агроплем сегодня отправляет в отдаленные районы 5 быков-производителей Симментальской и Холмогорской породы. Планируется увеличить валовый удой молока, поголовье КРС и улучшить показатель сельского хозяйства. Таких населений по республике где-то на сегодняшний день по статистике 163 населенных пунктов, где мы не можем доставить искусственное семя быков-производителей наших племенных. Да, поэтому мы их должны обеспечивать элеверными этими быками, которые имеют хорошую родословную. Асоха, якутские наряды и уникальные изделия мастеров Севера в центре Москвы. В рамках международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» прошла большая презентация Якутии в Гостином дворе. Из нашей республики в столицу приехала внушительная делегация. С народными умельцами пообщался Максим Гордозов. Асоха в центре Москвы. Настоящее представление показали жителям и гостям столицы якутские мастера. Так они презентовали свою выставку, которая открылась в рамках международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Наши земляки – постоянные участники этого смотра, и вот уже 8 лет новые якутские работы в Москве ждут с нетерпением. А Якутия на каждый раз как бы по-новому и представляет себя. Хотя традиции Якутии и их главная особенность заключается в том, что если лоскутное шитье в средней полосе шьют в основном из хлопчатобумажных тканей, то якутские мастера в основном используют сукно. Теплые ткани, понятно, что холодный регион, и это основные ткани, которые используют в одежде. Да? Якутские полотна сразу выделяются не только материалами, но и своими геометрическими орнаментами, ручной выделкой, точностью в деталях. Всего на выставке представлено 20 работ. Это плод творчества 15 мастеров из самых разных улусов. Центральный гобелен – это коллаборация сразу нескольких авторов. Главная идея – защитить экологию, нашу землю, нашу мать природу. И работа называется «Хрупкая душа природы». Она хрупкая, ее надо беречь, чтобы оно досталось следующим поколениям. Заданная тема защиты природы, и каждый делал свою работу. Вот поэтому здесь вот такие ячейки. И чтобы у нас Якутия всегда было благополучие, поэтому центр, конечно, Чором. Кстати, увидеть эту уникальную работу «Природы хрупкая душа» смогут и якутяне. После выставки в Москве полотно будет передано в фонд Краеведческого музея имени Ярославского и станет частью его постоянной экспозиции. Максим Гордозов, Виктор Олесов, Москва. К этому часу у нас вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.